Ütüpünün ıtıkmanı yılcıklar, obastывыллах учиталлар, ütüyağa кереға тардыгар күнді yörenetçiler. Добрый день, уважаемые участники 11-й республиканской научно-практической конференции «Ступеньки к творчеству». В 2010 году Валентина Семеновна Пермякова впервые предложила провести в гимназии научно-практическую конференцию для учащихся начальных классов города Якутска, которая с 2015 года несет статус республиканской. Уважаемые гости, участники конференции, слово для приветствия предоставляется первому организатору конференции «Ступеньки к творчеству», а ныне директору Якутской городской национальной гимназии имени Антонины Гаврильевны и Николая Константиновича Черяева Валентине Семеновне Пермяковой. Бүгінгі конференцияны арыяргар, әғардетілін ердерігер ыңырабыт, гимназия бұд директорын Валентина Семеновна Пермякованы. Приветствуем участников 11-й республиканской конференции школьных проектов, учащихся начальных классов «Ступеньки к творчеству». Но, как сказали, мы впервые провели конференцию в 2010 году, в год учителя, для наших маленьких исследователей среди детей между нашими методическими объединениями учителей начальных классов Якутской городской национальной гимназии, Саха-гимназии и АИКГТ. На следующий год мы включили наши мероприятия в перечень управления образования мероприятий города Якутска. И стала наша конференция городской. А в 2015 году, в честь пятилетия, мы вышли с инициативой на кафедру педагогики и методики начального образования Педагогического института СВФУ. И в сотрудничестве с ними наша конференция стала республиканской. С каждым годом расширяется география нашей конференции. И в этом году, несмотря ни на что, мы решили тоже провести нашу конференцию в новом формате. Сегодня у нас принимают участие 181 участников из 35 школ города Якутска, 4 пригородов и 15 улусов нашей республики. Конечно, среди детей младшего возраста проводить такое мероприятие имеет определенные трудности и свои нюансы, но мы надеемся на вашу поддержку и понимание. За 11 лет нашей конференции вышли не одно поколение молодых победителей и исследователей, которые лидируют на конференции «Шаг в будущее». От ступеньки по ступеньке, выше и выше, в шаг в будущее. Всем удачи! В этом году İki Ulan Sultan konferensiyalar bitigar küttübüt, beylerin keten körülerin tümen, üle oğran taharbıt, ügüs elbэх üyerenetçiler, bilgin respublika baras kolalargar, üyerek kıhalargar, sitihilaktik üyerene sılcalarıktan üyerebit astınabıt. За 10 лет участники нашей конференции не раз защищали честь своей школы, города и республики на олимпиадах, конференциях различного уровня. И мы уверены, что именно наша конференция дает возможность каждому поверить в себя и дает толчок к новым открытиям. Уважаемые участники конференции, вас приветствует
руководитель отдела воспитания и дополнительного образования Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия Ольга Анатольевна Яшина. Микрофон включите, пожалуйста, Ольга Анатольевна. Забыла. Доброе утро, уважаемая Валентина Семеновна, уважаемые участники 11-й республиканской конференции «Ступеньки к творчеству». Прежде всего, я хотела бы поблагодарить за это приглашение. Для меня очень важно общаться сейчас с вами. Но вначале я хотела бы пожелать крепкого здоровья, скорейшего выздоровления и возвращения к нам, Валентине Семеновне. Буквально вчера мы с вами, Валентина Семеновна, разговаривали. Спасибо. И обсуждали как раз-таки вот особенности проведения этой конференции интересных проектов вашей школы. Большое вам спасибо. Мы вас ждем и поддерживаем. Хотела бы отметить, что действительно эта конференция имеет очень большое значение, потому что она помогает нашим самым маленьким ученикам буквально с 1 класса окунуться в удивительный мир науки, учит строить сначала свои маленькие проекты, первые шаги они делают в проектной деятельности, учатся работать в команде и индивидуально. Их сопровождают, я уверена, очень профессиональные, хорошо подготовленные педагоги, научные работники. И вот это раннее приобщение к науке, развитие этого интереса к исследовательской деятельности у детей, мне кажется, очень важно, потому что наши дети удивительные, они очень умные, любознательные, и, конечно, мы должны создавать все условия не только на республиканском, муниципальном уровне, но и в каждой школе, я в этом убеждена, для того, чтобы ребенок мог попробовать себя в разных направлениях. При этом, конечно, понятно, что это одно из самых сложных направлений, потому что любая проектная деятельность, любой научно-исследовательский проект требует очень серьезной работы и серьезной подготовки, в том числе и работа с научным потенциалом, с научными какими-то источниками, проведение исследований. И, конечно, я благодарю Якутскую городскую национальную гимназию за то, что вы подаете такой хороший пример. В течение 10 лет системно, постоянно вы реализуете такой проект и развиваетесь. И вот уже мы сегодня услышали, что сначала эта конференция была городской, сначала школьная, видимо, была, затем городской, сейчас она уже 5 лет республиканская, по сути, площадка первых проектов наших детей. И я уверена, это направление перспективное и будет далее развиваться. При этом я хочу отметить, что в республике в целом за последние 10 лет создаются достаточно большие условия для развития наших детей. И это вы видите и на примере своей школы, на примере города Якутска и на примере республики. У нас в 2017 году в городе открылся технопарк «Кванториум». В этом году мобильный технопарк «Кванториум». На следующий год у нас полноценно начнет функционировать республиканский центр выявления и сопровождения одаренных детей. Хотя уже сейчас в каждом муниципальном районе работают филиалы Малой академии наук, которые также ведут проектную научно-исследовательскую деятельность. Ну и я долго не буду говорить. Конечно, мы все видим, что в республике, несмотря на сложные годы, сохранена и развивается в целом система дополнительного образования и система раннего приобщения, раннего развития детей, в том числе и к научно-исследовательской деятельности. И, конечно, работа в этом направлении будет продолжена. Поэтому я хочу пожелать успехов и педагогам, наставникам, и нашим детям замечательным. И, конечно, пусть самые лучшие, интересные, хорошо проработанные проекты выйдут на первый уровень, и мы с удовольствием будем распространять этот уникальный опыт. Спасибо вам большое за приглашение. Спасибо большое. Спасибо. Слово для Спасибо. президента
предоставляется начальнику управления образования окружной администрации города Якутска Алексею Клементьевичу Семенову. Доброе утро, уважаемые коллеги, участники научно-практической конференции. Рад всех видеть. Вот, давно не виделись с некоторыми. Вот Любовь Ивановну я не видел уже больше года, наверное. Поэтому очень рад видеть. Так, хотел бы... эта конференция «Ступеньки к творчеству», она предназначена для учеников начальной школы. Вот. Ну, как мы знаем, вот, любой человек все познает в сравнении, вот, сравнивая себя со вчерашним или с ровесниками, только вот может развиваться. И помимо этого, любой успешный человек – это человек, который умеет публично выступать, вот, выражать свои мысли. И поэтому я очень благодарен учителям, которые занимаются с детьми, исследовать и помимо этого публично выступать. И никаких вот технопарков и так далее не охватить всех детей. Если вот в каждом коллективе, в каждой школе, в классе вот наши очень творческие учителя не будут заниматься с детьми уже индивидуально. И поэтому хочу поблагодарить учителей, которые принимают участие со своими воспитанниками в этой конференции, пожелать успехов, найти новых друзей, сделать какие-то очень такие, может быть, и маленькие, но открытия. Вот в начальной школе я, даже дошкольникам, я очень удивился, вот, делал для себя открытие, которое до сих пор, ну, как бы в душе сохраняю. Это когда мультфильмов тогда не так много было. И я заметил, что вот, ну, программа, в газете программа, и там 16 часов. А в часах 16 нету времени, до 12 идет. Потом я догадался, что от 12 надо еще отчитать 2 часа, и, 4 часа, да, и понял, что это будет 4 часа после обеда. Поэтому такие вот, может быть, и маленькие открытия, но для маленького ребенка, для ученика начальной школы очень важно. Поэтому большое спасибо, всем удачи и здоровья крепкого. Спасибо большое. Слово предоставляется руководителю научно-образовательного центра Академии наук Республики Саха Юрию Ивановичу Семенову. Спасибо большое. Доброе утро, дорогие коллеги, уважаемые учащиеся, участники республиканской конференции. От имени Академии наук Республики Саха-Якутия я вас всех искренне поздравляю с началом нашей конференции, которая вот уже 11 лет проходит очень успешно в нашей республике. Об этой конференции знают во всех уголках республики, это очень отрадно. И очень замечательно, что вы, учителя, помогаете с раннего детства, на первых ступеней школы детям знакомиться с исследованиями. Вообще, любому человеку по природе свойственно исследовать. Человек очень любопытный, ибо сознание, мозг человека не терпит вакуума. Это очень интересный, важный момент в обучении детей. Я хочу сказать, что без науки нет прогресса в целом. Вы сегодня видите, как мир меняется очень быстро. Сегодня открываются одни достижения, завтра другие. И успеть за ним может только человек высокообразованный, человек, обладающий не только интеллектом, а прежде всего исследовательскими навыками. Поэтому, дорогие учащиеся, я желаю каждому из вас много принимать участие в таких конференциях, ибо они позволяют нам обучать наш мозг, обучать наше поведение каждодневное к исследовательской деятельности, искать новые знания, искать новые области, выдвигать свои теории, гипотезы и таким образом не только развиваться самим, а возможно кто-то из вас станет выдающимся ученым и изменит этот мир. Как в свое время изменил великий ученый Александр Флеминг, создавший
антибиотик во второй половине 20 века. И только благодаря ему человечество продлило свою жизнь на 30-40 лет. До этого открытия в среднем в самых развитых странах, представьте себе, люди жили 49-52 года. После открытия антибиотиков люди начали жить в среднем в развитых странах 72-79 лет. А открытие атомной бомбы изменило всю геополитическую структуру мира. Люди должны, раньше государства имели огромные многомиллионные армии, а после открытия таких изобретений надо было иметь достаточно один Курчатовский институт, который бы обеспечил всю безопасность страны. Поэтому, дорогие дети, занимайтесь наукой, ибо наука начинается там, где заканчиваются знания, и открывается новое, неизведанное, прекрасное в этом мире. А вам, дорогие коллеги, учителя, я хочу искренне поблагодарить, ибо нас никто ведь не учил, как заниматься наукой, как заниматься исследованием. Это очень сложно. Но несмотря на это, вы обучаете детей этому сложному, интересному виду деятельности. Пусть сегодня откроются для вас новые горизонты, новые знания. Постарайтесь не только самим выступить, дорогие ребята, а постараться выслушать другие интересные работы, о чем говорят ваши друзья, ребята из других школ. Это безумно интересно. Занимайтесь наукой, живите наукой, развивайте сами и развивайте родную республику, страну и мир. Большое вам спасибо. Успехов, дорогие ребята. А членам жюри я хочу пожелать, не будьте так уж строги каждому ребенку, будьте внимательны каждому юному исследователю, будьте добры и удачи всем нам в проведении этой конференции. Большое спасибо, успехов и до новых встреч. Спасибо. Спасибо большое. Мы выражаем глубокую благодарность за многолетнее сотрудничество, за помощь и поддержку в организации и проведении конференции нашим постоянным экспертам. Слово предоставляется кандидату педагогических наук, доценту кафедры начального образования Педагогического института Северо-Восточного федерального университета Анне Николаевне Неустроевой. Здравствуйте, уважаемые участники нашей научно-практической конференции «Ступеньки к творчеству». С большим удовольствием сегодня мы присоединяемся который год к проведению этой очень важной для нас и для всех нас, для нашего сообщества учительского, педагогического, для учащихся начальных классов этой конференции. Я бы хотела действительно сейчас еще раз подчеркнуть, что в 2015 году поблагодарить Валентину Семеновну за то, что она действительно в свое время выступила с инициативой, обратилась к нам, и мы с огромным удовольствием откликнулись, приняли участие, да, как раз кафедра начального образования, и выступила соорганизатором данной конференции. С тех пор мы ежегодно практически полным составом участвуем, экспертируем работы маленьких наших юных исследователей. Это, конечно, очень ответственная работа, и каждый год я хочу подчеркнуть, что немаловажно, в этой работе обязательно должна быть преемственность экспертов, да, то есть мы ежегодно просматриваем работы, лучшие работы, поэтому, конечно, знаем, какие исследования были несколько лет назад, которые были в позапрошлом году, которые были в прошлом году. И это, конечно, позволяет нам именно оценивать именно рост, да, наших младших школьников, их, как они растут, как они развиваются, их исследования. Возможно, одно и то же исследование прирастает, оно меняется. Об этом тоже наши эксперты знают. Поэтому я бы хотела сегодня поблагодарить всех наших и своих коллег-экспертов, которые ежегодно участвуют, откликаются, поблагодарить, конечно же, нашу гимназию, Якутскую городскую национальную гимназию, весь коллектив и, конечно, Валентину Семеновну как организатора данной конференции, первого инициатора, наших всех учителей, которые как раз готовят наших маленьких исследователей.
Ага, прежде всего, действительно хочу подчеркнуть, что ежегодно искать новые актуальные темы – это очень-очень сложно. Мы и сами знаем это, поскольку каждый год работаем. Поэтому низкий поклон нашим учителям, родителям наших младших школьников, которые действительно поддерживают и продвигают очень такое, действительно очень актуальное и важное для нас направление, потому что, как уже подчеркнули впереди выступившие, это огромный опыт для ребенка, для ученика начальной школы, первые шаги в науку, и первые выступления, первые волнения настоящие, первая такая конкуренция, да, конечно, это очень ответственно не только для нас, для всех организаций, конечно, в первую очередь это для самого юного исследователя, который в перспективе, конечно, значит, приобретает этот бесценный опыт. Вот. И хочу обратиться сейчас, много не буду говорить, конечно, обращусь, хочу обратиться к малышам, к нашим юным исследователям, которые сейчас слушают нас. Не волнуйся, сегодня твоя задача выступить и максимально хорошо, спокойно, обстоятельно представить свое исследование. Хочу сказать, что ты уже, мой юный друг, ты уже большой молодец, потому что являешься победителем на своем уровне. Эта конференция республиканская, и здесь на этой конференции участвуют самые лучшие исследователи, победители. И поэтому сегодня идет конкурс, острейшая борьба среди победителей. Поэтому, конечно, кому-то чуть повезет больше. Просто сегодня, возможно, повезет больше. Кто-то больше лучше соберется, представит лучше свое исследование. Поэтому самое главное сегодня для тебя не волноваться, качественно и достойно представить свое исследование, которое знаешь только ты. Лучше тебя никто этого исследования не знает. И хочу сказать, что эксперты очень добрые, жюри очень доброе, будет задавать вопросы только для того, чтобы еще, если им очень понравится твое исследование. Поэтому хочу пожелать удачи, победы, обязательно старайтесь представить и, скажем так, молодец, хочу похвалить. Вот, всем остальным нашим коллегам еще раз хочу всех нас поздравить с этим большим событием, потому что это действительно событие для нас. И пожелать всем сегодня успешной работы и, значит, удовлетворения от проведенной работы. Спасибо всем. Спасибо. Кен туттабыт оголорбут ситихилериткен. Мақтанығын үйеренер бихик битигер, үйеретер такаяр учуталар битигер. Эхиги bir bit biligit, bihigini kınaktı. Эхиги иңер bit julurgut, olok устун арялlı. Тыл бериллер алын сүйе учуталарын кафедратын салаячытыгар, Белолюбская Анна Гаврилевнова. Добрый день, уважаемые участники, гости, эксперты, руководители, родители 11-й республиканской конференции «Ступеньки к творчеству». В этом году у нас в нашей конференции участвует 181 учащихся, 181 лучших работ нашей республики. 35 школ города Якутска, из 15 улусов нашей республики и 4 школы с нашего пригорода, да, будут принимать участие. Будет работать 9 секций. Разделили на 2 части секцию «Мир моих увлечений» и «Мир растений и животных». Позвольте представить экспертов, которые будут работать по секциям. Первая секция – это безопасность жизни. Эксперты Кожурова Алина Алексеевна, кандидат педагогических наук, доцент. Сивцева Мария Егоровна, учитель начальных классов Саха-гимназии. Максимова Наталья Михайловна, учитель начальных классов Мову Ягынга.
Так, вторая секция – это история родного края и семьи. Эксперты Шергина Туяра Алексеевна, кандидат педагогических наук, доцент, Сакердонова Анна Семеновна, старший преподаватель, Васильева Вероника Павловна, педагог-психолог, Мугуя Ганга. Третья секция «Мир вокруг нас». Эксперты Павлова Екатерина Павловна, кандидат педагогических наук, доцент, и Савинова Надежда Иннокентьевна, учитель начальных классов АИКГТ. Секция 4.1 «Мир моих увлечений». Эксперты Бугаева Ая Петровна, кандидат педагогических наук, доцент, и Мандарова Мария Кононовна, учитель начальных классов школ-лаборатории Сергеля. Секция 4.2 «Мир моих увлечений». Эксперты Сокоротова Людмила Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент, и Бурнашова Раиса Кимовна, учитель начальных классов АИКГТ. Секция 5.1 «Мир растений и животных». Эксперты Григорьева Любовь Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент, и Ефремова Сардан Николаевна, заместитель директора МУГУ ЕГНГ. Так, секция 5.2 «Мир растений и животных». Эксперты Сидорова Евдокия Эдуардовна, старший преподаватель, и Толстоухова Рима Павловна, учитель начальных классов МУГУ ЕГНГ. Секция 6 «Память огненных лет». Эксперты Неустроева Екатерина Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент, и Шишигина Антонина Алексеевна, учитель начальных классов школ-лаборатории Сергеля. Секция 7 «Техническое творчество». Шадрина Софья Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент, и Петров Иннокентий Иннокентьевич, учитель начальных классов Сахаль-гимназии. И ровно в 10 мы начинаем нашу работу по секциям. Напоминаем всем участникам, при входе по ссылке Zoom прописывайте номер секции. Всем хорошей работы, участникам удачи и всем продуктивной работы. Бүгүнкү агыларбыт үгүс элбэх үөрэнээчини үөрэх сайды суолунан үрдүктен үрдүкке көтүтө туруохтун. Инники үлэгитигер сырдык кыымы ыгыахтын. Желаем вам с огоньком служить науке, не сдаваться и искать силу знаний умножать. Желаем всем успехов. Стихийные. Манан конференция торжественная чаха тумиктенер баргытыгар ситихилери багарабыт. Ситихилери, успехов всем участникам. Удачной работы. Успехов. Рыгытыр стихийные. Кататы. Спасибо. Уважаемые эксперты, сейчас вас распределят по секциям, то есть будет